Исышықәса маи мзазы иазгәарҭоит Жәлар Бжьаратәи амузеиқәа рымш. Хықәкы хадас иамоу амузеи усзуҩцәеи, амузеи аҿы иҵәаху аӡыргара, амузеи апроблемақәа арылацәажәароуп. Аброуп аҳәынҭқарратә музеиаҿы ҩнызқьи жәохә шықәса рзы раԥхьаӡа акәны ианымҩаԥысыз раԥхьатәи Аԥсны имҩаԥысыз акциа амузеи аҵх. Даара аинтерес зҵаз акциа рҽаладырхәит шәҩыла ауаа, иазыҟаҵан апрограммақәа, аетнографиа азалаҿы, аԥсабара азалаҿы, иахьатәи ҳаамҭа ҭызҭаауа аҟәшаҿы. Егьырҭ ашықәсқәа рзы егьырҭ ҳмузеиқәа рҽаладырхәит ари акциа. Есымша аҿар, ахәыҷқәа, астудентцәа, Аԥсны иаҭаауаз асасцәа, анаука аусзуҩцәа еснагь маи-мза рзы амузеи аҵх еизнагон арҭ аҭӡамцқәа рҿы даара аинтерес аҵаны иҟазҵаз аекспозициа. Сынтәа ҳара ачымазара бааԥс иаҟҟаны акарантин ԥҟарақәа инарықәыршәаны ҳмузеиқәа рҿы рыцҳарас иҟалаз иаҳзеизгом ахәаԥшыҩцәа, аҭааҩцәа. Аха ҳаилацәажәаны амузеи усзуҩцәеи, анапхгаҩцәеи ҳареи иҳаӡбеит шәара ахәаԥшыҩцәа, амузеи аҩызцәа шәзы иазыҟаҳҵарц апроект експонатк аҭоурых. Ари апроект иалагӡаны амузеи аусзуҩцәа ишәзеиҭарҳәоит лымкаала експонатк иадҳәало аҭоурых, аинтересҵоу афактқәа. Амузеи уи аекспонат амузеиаҿ анеира иацыз ахҭысқәа. Город Сухум уникальный, в нем очень много памятников культурного наследия и в особенности архитектурных памятников. То, каким мы видим город, формировался с начала XIX века и интенсивно формировался в XX веке. Здание, в котором находится Абхазский государственный музей, является одним из объектов архитектурного наследия Абхазии. Он был построен в конце XIX века. Это был дом епископа Сухумского. Напротив него, к югу, находился кафедральный собор, который был в советские времена снесен. Они разбили здесь парк, частично, который сохранился. Памятник построен в стиле эклектики. Он совмещает в себя разный неоклассицизм, неоготику, неорусский стиль. И он развивался с XIX века. Сперва он был двухэтажным, потом было пристроено с востока еще одно здание. Потом в 2012-2013 году в рамках инвестиционной программы был пристроен третий этаж. Была большая дискуссия, нужно ли третий этаж делать точно таким же, как нарушая аутентичность старого здания. То, каким мы сегодня видим здание, практически он немножко значительно отличается от тем, каким был в начале века, но это судьба многих архитектурных памятников. Он функциональный, в нем расположено одно из учреждений культуры, которое сегодня очень важно, поскольку тут сосредоточены артефакты культурного наследия. حبتوي حيزبتوي حيوشزك حيدقلنا شفزحنا يجح قايد موزيات خزحني الشخصيش أحتوز يبشر يها حجوز الزحو بزي يحبوا حموزيج يها يتوخني حما وما جت يحالا نقال زك يزكنا شو لا جاب خياوي أحسن يفزيق حشود حوا أجدر حويز حكاليغة حموزي وسوت يوي بشو موزي كوبسنيقو أقوى كلا كنيس إنجي زجي شو دستحوت يخبي يامش وموزيات حوزيشتو أبخا أسوقيانا قد حبخا وجانا بس بخز باب سقي بشي حوالا شو يخبي أختس أبخا بيبش بزيو حملاتي رزحني الله حوا أجدر رزحني الله حبسادي رزحني الله بشزلا حيبشو أخا أنشاء إيتات سوقيانا قويت يحال شو خوتي الله يخيشو دحقالو ماجك الموزيج فيقنا ماجك يحال شو شزحنا جبايع بز أخو شبحه سوقيانا قويت
Вообще музей – уникальное учреждение культуры. Каждый предмет несет в себе отпечаток какой-то истории. Люди, которые сюда попадают, они имеют свои личные, собственные ассоциации, сами домысливают и представляют ту историю, которая была в прошлом. Сам музей вообще предназначен быть мостиком между прошлым и будущим. Вы знаете, в свое время я был маленький, может быть, мне было лет 9-10, мне попалась книга Искандера, недавно издана, в котором он «Время счастливых находок» писал о том, как мальчики обнаружили в море мраморную надгробную стелу. Конечно, история была совершенно другая. В конце 50-х годов она действительно была обнаружена, и выдающиеся наши ученые, и Трапш, и Шервашидзе занимались этим, но мое воображение было потрясено. И после этого я решил посетить музей, сам попросил отца: поведи меня в музей, чтобы увидеть эту стелу. Когда я ее увидел, и вот вся моя жизнь была оклеена там, мне все время хотелось тоже что-то в море найти. Я ходил в море, купался, я ходил по горам, я смотрел под ногами. Но время счастливых находок, описанное Искандером, для меня не свершилось в плане археологии. Таким образом, когда я начал учиться на историческом факультете, я, собственно, и пошел в археологию. А потом была другая жизнь, другие материалы. Но вот первый предмет, артефакт культурный, это уникальнейшая стела, и мало кто может, мало какие музеи могут сказать, что у них это есть, которая уже около 50, более 50 лет украшает наш Абхазский государственный музей. Добрый день, дорогие друзья! Сейчас мы с вами находимся в первом зале отдела древней истории. За послевоенный период наши фонды стали пополняться коллекциями археологическими, которые нам сдают археологи, а также очень много поступает случайных находок. Я хочу рассказать вам про одну очень интересную находку – дольменный топор. Вообще вся эта витрина относится к дольменному периоду. Очень интересная находка. Это дольменный топор, бронзовый. Он был первоначально покрыт зеленой патиной. Топор вытянутый, длинный, тонкий. На обухе прослеживаются бороздки. Датируется вторая половина 3-го тысячелетия до нашей эры. История топора очень интересна. Этот топор я тогда дала первому моему учителю Вадиму Викторовичу Бжане до исследования. И топор находился в Тамыше в хранилище. Когда началась война, там все сгорело, в осколки, снаряды попали. После войны топор сохранился. Это единственный экспонат, который сохранился у них. Единственное, что случилось, вот патина обгорела. И в 1994 году Деймур Бжаня, известный абхазский археолог, он передал нашему музею. Топор такого типа он у нас единственный, и поэтому вот представлен как уникальный предмет в нашей экспозиции. Я хочу рассказать еще об одном очень интересном браслете, экспонате. Это серебряный браслет, который был обнаружен в селе Ацы в 2000 году случайно Георгием Базба. Он нашел на своем участке. Браслет серебристо-серого цвета, из круглого дрота. В середине и по бокам нанесены поперечные насечки. В середине 5 штук, а по бокам 9 штук. Концы расплющены со стилизованными, напоминающими лошадей, головами. Если в эпоху античности в основном встречались стилизованные изображения драконов и змеиных голов, то этот браслет напоминает, более предположительно напоминает
лошадиные ноздри и ярко выраженные глаза. Я обращалась и в Эрмитаж, и в Музей Востока в Москве, но мне сказали, что подобных нету. Скорее всего, это местные работы. И у нас, мы знаем, что из фольклора у нас есть покровитель скотоводства Айнар. Ему подчинялись мелкие божества, как Акшишащина, который являлся покровителем лошадей. Датируется V-IV веком до нашей эры. Техника, предположительно, литье, ковка и чеканка. В 1993 году, во время войны в Шубаре, наш художник, бывший раньше работал художником Леонид Эник, нашел бронзовый браслет и передал мне. Я в то время работала в пресс-центре, собирала материал для музея. Шикарный браслет, полностью целый, с 9 квадратными выступами, в центре которых солярный знак в виде кружочка. Датируется I веком нашей эры. Тоже очень интересно тем, что вот именно такого браслета у нас нет. И поэтому вот скоро этот браслет будет представлен в экспозиции. Находимся сейчас в отделе природы Абхазского государственного музея. Наш отдел очень богатый, и он рассказывает обо всей природе нашего края. Но сегодня я хочу остановить ваше внимание на одном очень интересном, но малоизвестном экспонате. Это ископаемое животное кит цитатерий. Давно к нам в музей поступило сообщение о том, что в селе Тхина молодой человек Шируан Шинкуба обнаружил очень интересные кости во время работы на своем участке. Ну, конечно, сотрудники музея сразу проявили интерес к этому событию, и мы отправились на место, где были обнаружены кости этого животного. Сам мальчик проявил очень такую интересную любознательность и попытался выяснить, что же это такое. Он рассказывал, что предполагал, что это кости мамонта или какого-то другого животного, но он не мог предположить, что это было животное морское. На самом деле это были останки древнего вымершего животного кита цитатерия. Кит этот обитал в древнем море, которое называлось Сарматским. Когда-то на нашей земле был древний, огромный океан Тетис, который стал прародителем всех морей и океанов. И вот Сарматское море, в котором как раз и обитал наш кит, Сарматское море огромное, оно занимало такую обширную территорию, но если вы представляете себе, от Европы, вот примерно от Австрии до гор Тяньшаня, вот эта огромная территория была занята морем. Море было соленым, и животные, которые обитали в нем, тоже были приспособлены к этим условиям. Но проходило время, это было больше миллиарда лет тому назад, но проходило время, море меняло свои очертания, свой режим. В конечном итоге образовалось замкнутое внутриконтинентальное или внутриматериковое море, которое было пресным. А преснялось оно за счет воды, которую приносили реки. И вот в этом море благоденствовал наш кит. Рядом с ним плавали дельфины, черепахи морские, и огромное количество моллюсков устилало дно этого моря. Моллюски вы можете наблюдать вот здесь, в экспозиции, это брюхоногие моллюски. И вот целая витрина, которая так и называется «Моллюски Сарматского моря». Что же из себя представлял этот кит, о котором мы сейчас с вами говорим? Это огромное животное, длиной примерно 8-10 метров. Но что очень интересно, голова его была очень большая и занимала 1/4
размера его туловища. Огромные позвонки, посмотрите, пожалуйста, вот здесь они представлены, посмотрите. Они очень тяжелые, но потому что их находили уже в земле, они пропитались кремнием, известняком, то есть пропитались камнем и очень тяжелые. Но позвонки вот такие, этот почти целый позвонок, даже с килевой частью, посмотрите. Известно несколько мест, где были обнаружены эти древние киты. Это село Джерхуа, далее Кулан-Рхуа. И вот сегодняшнее местонахождение, о котором я говорю, это село Тхина. В первых двух случаях там ручейки приносили, как бы вода размывала породу и переносила эти кости. То же самое произошло и в Тхине. Может быть, поэтому мы нашли не так много костей. Дело в том, что там работал бульдозер, ковшом перетаскивал землю, и поэтому мы пытались покопаться дальше, но больше не было обнаружено костей. Найти целого кита, то есть скелет целого кита. Но даже те фрагменты, которые мы имели возможность извлечь из земли, они помогают нам судить о том, какое это животное. Наверное, ни для кого не секрет, что за последнее время в Абхазию попало очень много агрессивных вредителей, которые уничтожают наши растения. Это пальмы, у всех на слуху, кипарисы, эвкалипты, сельскохозяйственные культуры, которые страдают от этого массового нашествия вредителей. В этот список, к сожалению, попало и одно из самых красивых и интересных деревьев, и традиционных деревьев Абхазии – это каштан. Каштан посевной. Срез этого дерева представленный у нас в экспозиции, а здесь на стенде фотография изображает лес каштановый и плоды каштана. Ну, плоды каштана, я думаю, все знают очень хорошо, потому что у нас принято их употреблять в пищу. Мы жарим каштаны, варим каштаны и, пожалуй, этим ограничиваемся сегодня. Каштан нуждается в нашей защите, нуждается в помощи. А для Абхазии это особое дерево. Это дерево реликтовое, то есть очень древнее. Это дерево абориген Абхазии. И абхазцы издревле почитали это дерево. В каждом дворе, в каждой усадьбе обязательно должно было стоять дерево каштана. Каштан использовали его древесину. Всем известный Акаския, гостевой дом абхазов, который был сделан из древесины этого дерева. Издревле каштан и в Абхазии в том числе считался деревом хлеба. Во время больших неурожаев, во время голода каштан спасал многие народы, и в Абхазии это тоже имело место быть. Плоды каштана, как я уже говорила, используют в пищу, их жарят, варят, но сушат каштан, из него делают муку, и из этой муки готовили уже блюдо, такую кашу, которая называлась ахюрдзы. Наверное, смешно слышать это слово сейчас применительно к каштану. Мы привыкли, что это заправка мамалыги, так называется, но идет она как раз от каштана. Каштан смешивали с орехом и делали ахачапа.
варили мамалыгу, делали тесто, и из этого теста, ну, уже пекли там, может быть, вареники делали, оладьи какие-то пекли. То есть очень широко использовали в пищу. Более того, листья каштана использовали и в народной медицине, и в народной косметике даже. И более того, использовали во время исполнения различных ритуалов. Более того, сейчас появился еще один злостный вредитель каштана, который уничтожает молодые побеги этого дерева. Это орехотворка, которая может погубить наши леса. Все это заставляет нас думать о том, что надо принимать какие-то меры и надо спасать эти леса. Во многих странах Европы, где Средиземноморья, где произрастает каштан, к этому пришли уже очень давно. Люди там активно трудятся над тем, что разрабатывают, продумывают какие-то новые гибриды каштана, которые устойчивы к заболеваниям. Более того, они пропагандируют среди населения использование каштана, привлекают к нему внимание и устраивают самые-самые различные праздники. А вот пищевая промышленность этих стран выпускает продукцию очень интересного, очень красочного и очень хорошего качества. Вот посмотрите, пожалуйста, это плакаты с праздников, праздник каштана, который проводится и в Австрии, и в Венгрии, и в Чехии, и во Франции, и в Италии, и в Испании. Точно так же здесь, посмотрите, конфеты самые различные, мед каштановый, паста, как масло каштановое сладкое, различные напитки, начиная от лимонада и ликера. То есть это все известное, но забытое нами. Так что если мы спасем каштан, у нас будет возможность полакомиться и такой продукцией тоже. В нашем отделе природы в прошлом году, посвященная Дню музея, была проведена очень интересная выставка, которая была посвящена строительству дороги к озеру Рица. Материал был собран очень большой, то есть туда входило, кто строил, какие силы были привлечены. И мы занимались довольно долго этой тематикой. Вроде все подготовили, и вдруг к нам случайно через бывшего министра культуры попал очень интересный экспонат. Получилось так, что в бытность бывшего министра культуры, это конец 90-х годов, находясь в Германии со своей культурной программой в городе Гессен, к нему подошел пожилой старенький человек, держа в руках вот эту картину, и любезно и очень просил, чтобы она вернулась в Абхазию. А история этой картины очень интересна. Дело в том, что когда строили дорогу на озеро Рица, были привлечены и пленные немцы. И вот два молоденьких пленных немца, отдыхая на озере Рица в минуты перерыва, решил один из них, это художник Брандт, нарисовать это озеро и подарить своему другу, который передал эту картину, потому что в этот день у него был день рождения. Человек, нарисовавший картину, он, конечно, спустя время умер, а картина осталась у его друга. Поэтому он с такой большой любовью говорил об Абхазии, с таким уважением говорил о том, что относились к пленным немцам лояльно, и очень хотел, чтобы эта картина вернулась в Абхазию, что и произошло. Мы с вами находимся в отделе новой и новейшей истории, а именно в зале Второй мировой войны, которая была подготовлена в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Весной 2004 года поисковиками Невской оперативной группы были найдены останки солдат, советских солдат. Установить по медальонам удалось именно только 2 уроженцев Абхазии краснознаменной 115-й стрелковой дивизии. Это Чамагу Дикран Маметович, Герзмава Владимир Салтанович. И карта, где были найдены останки погибших. Фотографии этих бойцов. Чамагу Дикрана Маметовича, Герзмава Владимира Салтановича. 8 сентября, в День воинской славы России, в городе Светогорске Выборгского района состоялось торжественное захоронение останков солдат, куда приехали родственники погибших, которые уже побывали на месте гибели красноармейцев. Это Анзор Герзма, Ардзенба Сергей и Александр Чамагуа. Родственники взяли с собой горсть земли, политой их кровью, и привезли домой. А в этом месте высыпали землю, привезенную с родной Апсны. Теперь в этом городе увековечена память героев из Абхазии, и родственники погибших с Абхазии вместе с жителями Светогорска, Выборгского района на перезахоронение прощаются с бойцами Красной армии. Следует сказать о том, что между поисковиками и родственниками погибших хорошие контакты. У них часто бывают встречи, приглашают друг друга, обмениваются подарками. Еще хотелось бы подчеркнуть о том, что из 7 погибших найденных останков только у 2 были рядом медальоны. Я думаю, что это абхазская традиция, генетический страх, что не будешь ты похоронен в своем родовом кладбище, сыграла тоже свою роль, и они оказались рядом с ними, эти медальоны, благодаря чему, тому, что они были найдены. Корреспонденты военных лет создали уникальный, богатый фотоматериал о подвигах советских воинов. В их числе и наш земляк Семен Коротков, который прошел всю войну в качестве фотокорреспондента центральной газеты «Правда». В 1966 году в Москве в фотовыставке, посвященной 20-летию Победы, он был удостоен золотой медали и 4 международных и союзных премий за фото «Скорбящая мать человечества». Копия этой 2-метровой фотографии украшала Бранденбургские ворота в Берлине в течение нескольких лет. На ней была запечатлена мать, низавшая о судьбе сына 20 лет. Сын Аршпа Алексей был разведчиком, взявшим 27 языков. Его и сфотографировал Коротков в дни обороны Севастополя в 1942 году. Но после очередного боевого задания герой не вернулся. Закончилась война. Корреспондент вернулся домой. Стерлись все адреса, фотонегативы, и через несколько лет
в газете «Советская Абхазия» он опубликовал фотографию бойца. Надежды его не обманули. Он встретил мать героя, разведчика, и вручил портрет сына. Тогда она произнесла: ему было бы 42 года. Этот момент истины, соединивший в себе скорбь и подвиг материнства, удалось увековечить художнику-фотографу. О матери и ее сыне сняты несколько фильмов. Часто ее навещали зарубежные гости. И когда к матери героя приехала международная делегация, Маруся Аршпа сказала: «Раз моего сына помнят, и не безразлична его судьба даже за рубежом, значит, он жив, и я снимаю с себя траур». Мы с вами находимся в отделе этнологии. Сегодня конкретно мы с вами остановимся на женском седле. Вот то, что вот показано здесь. Женское седло — очень интересный вообще экспонат. Насколько она изящно сделана из кожи. Мы видим, какая кожная работа из кожи отличается от мужского седла. Мы видим отличие, то, что это боковое седло же, вот женщина садилась боком, и поэтому тут идет только одно стремя. А у мужского седла имеет два стремя, вот тоже вот отличительные черты. Здесь мы видим луки, два находятся в передней части. Мужского седла, она, первая часть луки, более удлиненная, находится в передней части, а вторая лука находится задняя, более изогнутая. И также в мужском седле можно увидеть седельная подушка, она находится прямо на седле, а здесь мы видим просто гладкое седло. Сзади мы видим очень интересно красивые орнаменты, сделанные из кости. У нас вообще на территории Абхазии очень часто можно было увидеть отделки вот именно костяные. Вот задняя часть полностью оформлена геометрическими рисунками орнамент. Из Гудаутского района, из села Аджендара, принадлежит фамилии Гулария и передана в 1975 году в дар нашему музею. Уже хазатгылу рая шупа цвергакуца музыка апсо музыка инструмент кой рискол ижбот апсо инструмент кой лепши махква рая арпшу апхерца аджарбын аюма ахыма амарзакан и руба сабык. Абык ажытын яхозыр абык дарадза хархора аман избанзыр абри ира хатала изыску ацкира нуко абжин галега ирдырон ацкира кулараква шыqыз атбы избанзыр абри абагуараква иqызаджы ахчыра хыкгылыз адыргыс абжала адыргара рыртон кулара шыqылыз обрыгным туарая шуб иҗтсни гахцазабык юхкыгна ка яха идуния бхметрк аҗынза айбит биха хопшузыр юметрк ибжыки яха ужранза ари иҗтсу инструментны ялахгылыт аха апсны музыка инструмент курҗы ахар хора дарадзерму рабхедза абребык абжы музей җахаргыт юнески шуксырзахан аху музей насашына хартоз рабхедза и айчка раханалага
أرى هذا جنس يحرز ريتوال يتو جاو ببريبك يتو حنحو ريتوال يتو تجو حخو بشو نخج يقلوب وي يالخوب بك يحيي خجوب متر كقريقو بخا أبي يالخنياو وي دارد كرستاسكوب نس يردرون بري بك بجين قلق نخجم خيشرك شال زردرون وبرينا خسي بجين قلق يشون يزبانزر وبري عشقرا شرنقون وبريقنمت ناس يعني خج أخر أقون وبس برتبك يخوكا بسني يعني خنيق وكو يخا ناس ترك جيار بشني حمو يخا شرا شايد أترخب تقشر إيش سبرت تخوب أبري أشقو يراد حمد زموها أبري أشقو إيفانجليا أيتاغنا يحزدرخيت زكيشي عباشك سزة بشيك عبسوا خاتشا وبرتابسوا خاتشا ريخت زكي سحار ستخوب إزبانا جزر وبرتوا بس قرخ وبري قرخ خرايب شون عبري إيتاغن يتخوب إزبانا جزر عاخد زكي باس يقال زرح تخوب عجب جبزيح عباس يلا قيت برتوا درا زجي إدنقلون عقيقة نباس إدقلرك яхидзен переводческая комиссия богослужебных книг переводчик Аббас яхидзен убрт яла нубртава убран яла гита абре ашко айта гараха згиши аба шуксазы Иисус дездера абсо хачанагаква Дмитрий Иосиф Паули, Николай Василий Паладария, Николай Соломони Патейпа, Дмитрий Ман. Ашко трижит юба, абрисап хейку ашко, ой хайпшцена. Эйчкана арейш бот эйшиqaцо абаси трижит ау хома корча ирортарцзуха псушала ичажва ашқо итрижит шшқугги аригара ирпшцнакумкова кадги хаймариенагина абас ирпшцнакумку трижит уи кыршуксцот хасцауиште хаджирги ихакум шазис абарта ава убрикара Дыррала инейт русажа зкиши жеюшук сарзуха шкуюн атыжра рхы ядырцит картпи типография кача убре и трижит зкиши жеюшук сарза насги интересяцо абра южи бенеркна адыргаква око абреш коча يخبيل يحبملو أبسوا الفافيت ريولاتش رخيد مرخو يجي بين الغن أبرا يحبلويد أدرجكوا إسبان جاي بريشكو أموزيخ أبريشكو حزايجيت أبسنا يتسر درو أبسوا خاطة كرشك سيد كلنا حير بغازي حبس يامس заслуженный пилот СССР хахид зизмо Таркил Родион Жагуйпа. Абри баш ахопсах акумка хамтас ягана музей ейти.
Аҵыхәтәантәи аамҭазы ҳәаны аԥшаах бзиақәа сымԥыхьашәеит Ешыра ақыҭаҟны сахьыжуаз, амжәассара ҳәа ахьашьҭоу аҳаблаҿы, уа иҟаз ажәытәтәи ауаа ахьынхоз аҭыԥаҿы избеит анышәынҭрақәа бжьба. Уи еиҳа изалыскаауа уиоуп, уааҵәҟьа ижыз ауаа аҭыԥантәи аџьаз иалху цәгьа иԥшӡаны арԥшӡага маҭәақәа рҟәынҵаны иҟан. Цәгьа иԥшӡаны еиҿкааны иҟаҵан. Аԥхьа игыланы исҳәауа, аӡәы ижыз ԥҳәысын, лыжәҩан ацәкьыскаангьы амацәазқәа какахаҵаны иҟаҵан. Иара убас еиԥш, наҟ-ааҟ лнапқәа рҿы аџьаз иалху анапхаҵақәа аман. Уи аниаҩсан илыважыз ауаҩԥсы иҿы иҟан ахәдахаҵа аџьаз иалхны иахьатәи ҳаамҭа азыҳәантәи ауаа ирхарҵауа цәгьала еиԥшны абас еиԥш иҟаҵаны иҟоуп. Уи анышәынҭраҿы иԥшаау аџьаз аниаҩсаны аразны иалхны иҟаз иаҳҳәап амацәаз ыҟан, убас еиԥш алымҳареҩқәа ыҟан ахьы иалхыз. Зегь раасҭа ихадоу уааҵәҟьа иааԥшит Елин аамҭа азыҳәантәи, уи аамҭа иаҵанакуеит аԥшьбатәи ахԥатәи ашәышықәса ҳиара ҟалаанӡатәи аҳәса иныҟәыргауаз афҩы-хаақәа зҭарҭәауаз абас еиԥш иааз аҟәџьал хәыҷы анаҩсаны лак еиқәаҵәа иалхны цәгьа иԥшӡаны, нас убас еиԥш абас еиԥш иҟоу амаҭәахә бзиақәа аԥҳәыс ҩычага маҭәахәқәа зҭарҵауазы абас еиԥш иҟоу идуцәам аҟәџьал, уигьы уа иԥшаан иҟан. Убас еиԥш ахацәа рганаҟны иԥшаан аџьаз иалху аҵәҵәа, убас еиԥш аиха аҳәызба хәыҷы цәгьа аҭыԥантәи аҳәызбақәа иреиԥшны иҟоуп. Ишысҳәаз еиԥш ахәдахаҵақәа изхаз аӡә иакәын. Уи иахьатәи ҳаамҭа азыҳәантәи ахәдахаҵақәа цәгьа иреиԥшны иҟаҵоуп. Ахаҭа аџьаз иалхуп, амала аиԥшьрақәагьы нас иаҳа уажәшьҭа еиҿыԥсаҟьаны ицахьеит азыҳәаны уи аҟаза аӡәы иҭаны еиԥшьны иҟаз атәылакоуп. Ас еиԥш иаақәагьы ҳамԥыхьашәеит ари анышәынҭрақәа алкаҳаны. Ари амақьа ауп, амақьа абас еиԥш иҟоу ювелиртә усумҭақәа аҟны рхы иадырхуан изларцәуаз ауп, абас иҭыфаангьы иҟаҵаны ашьҭанҵаны иҟоуп. Уигьы уа анышәынҭрақәа ахаҵа дахьыжыз абни иаҳәызба ахьамоу уааҵәҟьа иацԥшаан иҟаҵан, уигьы абри аҵәҵәагьы абанҭ ахԥагьы еицны ҭыԥкаҿы иаҟан. Абас еиԥш иҟоу амаҭәарқәа ааикьыскьынӡа икьыԥхьӡамкәаны исыманы, иахьа ҳахәаԥшцәа шәхаҵкы шәылаҿы иаазгарц сыӡбеит, ааигәа искьыԥхьран сыҟоуп. Ишаҳҳәоз еиԥш сынтәатәи ашықәс азыҳәаны нас ишаҳҭаху еиԥш амузеи аҵх еиҿкааны ауаа ԥхьаны иаҳзаамҵит азыҳәаны ус ишәҳарбар ҳҭахуп, аӡбахә ҳҳәауеит. Иаҳа зыӡбахә уҳәаша ҳгәыҿ иааиуа аԥшаахқәа ҵыԥх ашықәс аҩбатәи азбжа азыҳәаны аус ахьаҳуаз Очамчира ақалақь аҿы иҟоу ажәытәтәи ақалақь антикатәи аамҭа азыҳәантәи Гиенас аҿы иԥшаан, уи здыруамкәа-ҩынтәымкәагьы иаҳҳәахьеит, аха иԥшаан еиуеиԥшым аҩырақәа зну аԥшаахқәа. Аԥхьа иргыланы абри ақьырмыт иалхны иҟаҵоу зыбжак ԥҽны иҟоу уа иҳаԥшааит
аҿыгҳара аманы иахьаазы уаҩ даламкьыскәан иахьаазаҿы иҳаԥшааит, уи сыгәы иаанаго ҵыԥхтәи аԥшаахқәа акыҳәа ҳаиаҳаԥшааз азыҳәан иаҳа угәы ззыбылуа, иаҳа сгәаҿы иааиуа ак ауп иҟоу. Уи иҭызҵаауа специалистцәа еиуеиԥшқәам Урыстәылантәи аҳәаанхыстәи еиуеиԥшым аспециалистцәа иаҿуп, иану ҳаԥхьоит ҳәа. Амала акызаҵәык сеисҳәоу иоуп, ахаҭа макьана еилаҳкаахьоу, уи иҩуп арамеи бызшәала, уаатәи алфавит бжьнбанк аишьҭагылашьа бжьнбанк иҟоу А, Б, В, Г, Д ҳәа абас еиԥш аишьҭагылашьа абас ауп иану шану. Амала нбанцыԥхьаӡа иаанагауа иаҳәо, уи уажәшьҭа ҳа ҳакәымкәаны ҳаасҭа иҵегьы ҟәышу уи аганахьала иҭызҵаауа иаԥхьап ҳәа сгәы иаанагоит. Уи ҳаԥшааит аус анаҳауз, уи ашьҭахьы ҭагалан аӡын санца еиҭах избеит абас еиԥш аплита. Амала уи ҵаа аӷәы адышьмаҿ иқәҵан иаҟаз акоуп, ҵаала иубауеит раствор аман ишаҟаҵауа. Уа иануп римтәи анбан фба. Нас иҵегьы иеиуеиԥшқәам аканқәоуп, аха уи макьана азыҳәаны иеилкаамкәаны са сыдагьы ишамаха уи имбаац, абас еиԥш иҟоу анаҳба цәгьа сгәы зҭоуп, сыгәгьы иаанагоит, сыгәгьы хыҭхыҭуа, сынтәатәи уи ҳаусумҭа иацҵаны ҳҿынаҳхап ҳәа иҟало ҳбап. Сынтәи иҟоу аҭагылазаашьа шаҟало, ишыҟало макьана еилкаамаха, ԥхьабзиара Анцәа ҟаиҵааит, иахьазыҳәантәи ҳахәаԥшцәа абни инахәаԥшны иахьӡузеи лкаақәа ҟарҵап ҳәа сгәы иаанагоит. Абыжьгажәақәа инҳаугьы еиҳагьы ҳгәы иаҳхәон, иаҳа даҳкылон. Ашьха ага еиуеиԥшым аԥшаахқәа ауп, ҵыԥх-ҵыԥхцәа, аҵыхәтәантәи аамҭазы шықәса ҩыжәа-ҩыжәаба, ашьха еиуеиԥшым ашьха тәылақәа аҟны аҵангәарақәа ҭызҵаауан, уи иазкны ҩба усумҭақәа сымоуп, аха аҵыхәтәантәи аамҭа азыҳәаны культура баҟақәа рыхьчара уи иаҿын, уигьы схы аналахәызгьы аамҭа ҟалеит, саналахәымзгьы анаха, уа иԥшаазы иеиуеиԥшым аҭыԥқәа аҟны акы аҵангәарақәа иҟақәо, уи нас уа акакала иргылақәоуп, ҩбала еиҿаԥшьоуп, хәба-хәбала иҟоуп, гәыԥны еиҿакны ҩажәа-ҩыжәаба анӡа иоуп, иаҳҳәап аӡиа, мзи азааигәа, мзы азааигәа, ханҩыжәа аҵангәара абас қалақь дуӡӡак шьҭоушәа абас еиԥш аҵанқәа иҟоуп азыҳәаны, иахьа ишәыдаҳгалауеит шәахәаԥшып ҳәа, Баҭал Џьапуа инапала дазхәыцны абас еиԥш еиҭашьақәиргылазы асахьа аҭагылазаашьа иара абас еиԥш ауп шамаха ишаҟа, аҩналарҭа акоуп ишамоу, ахыб уи ҽакала дахәаԥшуеит, даҽа ҽакала дахәаԥшуеит, аха ахыб хымԥада мҿыла аҵоуп, аԥша хьасуа аганахь аԥша аннакыло аҵаны, абас еиԥш ахыб аҵаны Баҭал иҟаиҵазоуп, уи аԥхьатәи макетуп ҳәа сгәы иаанагоит, ишьақәыргыланы иҟаҵо азыҳәаны, уигьы шәадаҳгаландаз ҳәа агәаҳәара сыманы ишәсырбоит иахьа. Абри Дырмит Гәлиа икабинет, аус ахьиуаз икабинет аҿы, абри адивани аҟәардәқәеи астол иахьгылоу акәакь иаҵанакуа даара ирацәоуп. Абри акәакь аҿы Дырмит Гәлиа ихаангьы уи иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахьгьы иуҳәар алшоит есымшааира аԥсҭазаара еилашуан ҳәа, алитература рҿиаратә ԥсҭазаара. Абраҟа исыхәылбыҽха Дырмит Гәлиа иҩнаҿы еизон асасцәа, аха урҭ баша сасцәамызт. Арҭ асасцәа еиҳаракгьы иара гәык-ԥсык ала идикылоз аԥсуа шәҟәыҩҩцәа ҿарацәа ракәын. Ашәҟәаҿгьы иануп, акьыԥхьаҿгьы издыруагьы рацәоуп. Дырмит Гәлиа раԥхьаӡа акәны Самсон Ҷанба иажәеинраалақәа данизаԥхьа, Самсон Ҷанба ҿыц
алитература ҿызшьапы еихызгоз ақәыԥш иакәын. Данизаԥхьа аҩны данааи иԥҳәыс ус леиҳәеит, Елена Андреи-ԥҳа ус леиҳәеит, иахьа сара сзыҳәа ныҳәоуп, избан акәзар, шьҭа сымацара сыҟаӡам, диит даҽа поеткгьы ҳәа, шьҭа ҳара ҳаӷоуп ҳәа. Убри иаҵанакуа даара ирацәан Дырмит Гәлиа изыҳәан мацара акәӡам, иара иԥсҭазааратәы еснагь ибзианы еилызкаауаз, ирҿиарагьы, иусурагьы еснагь иадҳәалаз Елена Андреи-ԥҳа лзыҳәангьы. Избан акәзар, лара ус иалҳәеит, абраҵәҟьа саԥхьоит, нас иҷкәын Дырмит Гәлиа иҷкәын Георги Гәлиа иаб изку аповестаҿы абас еиԥш иҩуеит. «Лёля, — сказал он, — моему одиночеству в литературе, кажется, приходит конец». Гуля от удовольствия потирает руки. Вот какое дело! Сегодня была беседа с Самсоном. Это абхазец, учитель, ты его знаешь, по фамилии Чамба. Оказывается, он поэт. Прочитал мне свои стихи. По-моему, это отрывки, написаны блестяще. Я расцеловал его. Елена Андреевна захлопала в ладоши. «Браво, Дмитрий! Ты всем утрешь нос. Вас уже двое. Это кое-что да значит». Уиҳәот иара заҟа деигәырӷьоз иҿыцыз апоет ҿыц ицәырҵра, аха иҳәот даҽакгьы заҟа иара деилылкаауаз Елена Андреи-ԥҳа. Нас аԥсуа поетцәа, нас Самсон Ҷанба еиԥш иҟаз, Леонти Лабахәуа, уи ашьҭахьгьы нас иаҳҳәап ирацәаҩны Баграт Шьынқәба, Иван Папаскир, нас иҵегьы усҟан аҿарацәа ҳәа иԥхьаӡаз уаҟа дыҟан Иван Ҭарба, дыҟан иара убасгьы Алықьса Лашәриа. Убри Алықьса Лашәриа идҳәало зегь реиҳа агәхьаа иахьауажәраанӡагьы ахьаа зцу хҭысны иҟоуп. Избан акәзар, Алықьса Лашәриа раԥхьаӡа акәын абраҟа Дырмит Гәлиа Алықьса Лашәриа иажәеинраалақәа данрыԥхьа, иара иҷкәын ишеиҭеиҳәо ала, убри убас деигәырӷьеит, иара изыҳәан ныҳәан. Избан акәзар, ус реиҳәеит иҭаацәа, иахьа диит поет ссирк, поет дуӡӡак ҳәа. Абри абас еиԥш ахәшьара иҭеит иажәеинраала, нас дқәыԥшӡан аучилишье иҭаз аҷкәын иажәеинраалақәа. Убри ашьҭахь зегь реиҳа далкаан бзиа дибон, еснагь иара диҭаауан, дмааиргьы иуӡомызт. Аха убас еиԥш рыцҳара ҟалеит, зықьыжә инижәыз еиԥшықәса рзыҳәа Алықьса Лашәриа иааиқәшәан дыԥсит. Усҟан Дырмит Гәлиа нас игәгьы бзиаӡамызт, аиарҭа даман, нас ишыжәдыруа еиԥш ыҟан жәашықәса рзы дыԥсит. Абри аиарҭа данамаз еснагь дҵаауан, дзымаауеи Алиоша збара ҳәа. Иҭаацәа иара дрыцҳаршьон, нас игәы идырхьыр рҭахӡамызт азыҳәан иарҳәаӡомызт Алиоша иԥсҭазаара шиԥсахыз дшыҟам. Аха ирҳәаӡомызт, нас џьара командировка дцеит, анахь дааиуеит, агьиуеит ҳәа иарымҳәаӡакәа иара иԥсҭазаара далҵит. Аха убри аҷкәын, абри зегь реиҳа иара гәыкала бзиа дзибоз, ибон илаз абаҩхатәра ҷыда. Абри Дырмит Гәлиа иеиԥш даҽа аӡәы ибаҩхатәра иеиҷаҳауаз даара дмаҷуп уҳәар алшоит. Нас аԥсҭазаараҿгьы, аҭоурыхаҿгьы, ииулакгьы, егьа иуадаҩзаргьы аамҭа иҟаиҵалакгьы, иара абарҭ аҿарацәа ишьҭахь иааиуаз, абри иара ишьҭахь, абри аџьабаа зегьы ззибоз, ишьҭахь иааиуаз абиԥара уаҩҵас нас иҵагыларц, уаҩҵас алитература аизҳара иацхраарц, ашьапы иқәдыргыларц, убри аҟара иҭахын азыҳәа, убри азыҳәа иааилшоз зегь ҟаиҵон аҿара рзыҳәан. Абри сара хаҭала сазааҭгыларц сҭахын, уаха амузеи аҵх аныҳәа азыҳәан. Дмитрий Иосифович Гулия, как известно, заложил основу в
изучении многих гуманитарных знаний, а также в изучении исторической науки. Одним из важнейших экспонатов в нашем музее является эта книга «История Абхазии», которая вышла в 1925 году. Она состоит из нескольких разделов, посвященных античности, средневековью Абхазии, историческим памятникам Абхазии, происхождению языка Абхазии и также религиозным взглядам Абхазии. Оконченный, но не опубликованный экземпляр Дмитрий Иосифович Гуля отправляет выдающемуся лингвисту, кавказоведу Николаю Яковлевичу Мар. Николай Яковлевич Мар высоко оценил труд Дмитрия Иосифовича. Эта переписка хранится в фондах нашего музея. Дмитрий Иосифович Гуля говорит в письме Николаю Яковлевичу о том, что он включил такие факты в этот труд, которые изменят судьбу абхазского народа. Не только судьбу абхазского народа, но и судьбу соседних народов. Труд, конечно, был оценен Николаем Яковлевичем Мар, а сам Дмитрий Иосифович Гуля, как относился к своему труду, мы знаем тем фактом, что перед смертью он попросил свою супругу Елену Андреевну принести эту книгу. И, держа эту книгу в руках, он ушел из жизни. Без преувеличения можно сказать, что для нас является самым важным экспонатом эта книга «История Абхазии» в нашем музее. Как мы знаем по источникам, это первый том, был готов и второй том, но он в стенах Академии был утерян. Ихаса заткалар стаху, а поэт и музы рейза газащиква. Дермите СФП Елена Андреевна яхвар халшот ирылшит абрюднаджа حندكار خوجة أبسط تراديتسا كوزمازة تعصرارة بصراحة ويقول راح نرجود رجال شركة ريومتك وحنرخبشلو إلينا أندري بحي درمت السف بي تعصرارة برزي تكتب رجيز سكيل شي جيز شكسرز أخوانز أجن الجيز وزوسليحخن لولا سلام مالك سمزم أريمقا أخذياكور شبام جاي ما سيسمو كادي أكلامي ربح أخلصيت تراني قبس خوجة يالشو دبري أخذي بشيس زانقاروي ما سيسانقو حقا جيغا مخا أخذي بشيس ناتراويتها ليحخن وس شاراش تخجورجين الخارجت أقوى كلاكجيغز أو خامجة وين خصام تدوك تسخان زكيشي جاي شكسرزي يتستكارت غيتسويت أبريج بوساخجي راب خزابون يتسترخصاخب لولي Елена Андреевна хайдермит СФП карти тырхаза саха куйруагуб лассейна поджигалойд рабхед экземпляриш ходжи ажинрала куйхцер пракуй апсуазаги хахз гудуа апсу сахаркарат литература хастас. Хочу вам предоставить один очень уникальный экспонат и очень дорогой нам экспонат. Мы его пока еще не выставили, но в плане у нас есть. Обязательно его выставить. Вот. Это альбом, посвященный театру. История этого альбома такова, что нам его принесла одна работница русского театра в свое время, дореволюционного русского театра в нашем первом государственном драматическом театре. Она принесла и подарила нашему музею.
Вот, насколько мне известно, сейчас я вам скажу точно, фамилия ее Демидова, а фотографии сделала Козлова. Вот. Вот эти два человека создали этот, видимо, альбом, и он очень интересный. Очень много в этом альбоме есть лица людей, которых хорошо мне также известны были. Но они еще уникальны тем, что для тех, кто не жил в Сухуми, не бывал в Сухуми, но и потом, и послереволюционный период тоже, конечно же, и в советское время. Эти фотографии очень интересные. Это вот деятели нашей культуры, нашего искусства и так далее. Но мы говорим о Дмитрии Гуле. Еще и должна сказать в связи с этим, что Дмитрий Гуле, еще и когда он создавал азбуку, когда он писал свои первые стихи, и письма юношей, девушек, и частушки и так далее, создавал книгу по истории. Всегда у него была параллельно, всегда шла мысль о том, чтобы о создании театра. Вот. И он все время мечтал об этом. И даже Елена Андреевна, его супруга, вспоминая очень часто их прогулки на берегу, он молча проводил эти прогулки, в основном думая о чем-то. И, наконец, она в один прекрасный день, так вспоминает Георгий Гуля, в один прекрасный день решила нарушить это молчание и спросить: о чем ты так думаешь и что тебя так беспокоит? Ты знаешь, говорит Елена, я, говорит, мечтаю о том времени и думаю все время, неужели абхазцы когда-нибудь смогут на своем родном языке говорить со сцены и на своем родном языке показать жизнь, быт, нравы нашего народа. И это все они увидят. Это какое было бы счастье, говорит он. И этот день пришел. Первый самодеятельный спектакль, который проводился в стенах педагогического училища, ставил пьесу молодой студент, энтузиаст Антон Шакая. Дмитрий Гуля перевел. «Несчастный день» называется пьеса Баланчевадзе. Вот. А сам Антон Шакая поставил эту пьесу со своими сокурсниками. Это был триумф, конечно же. Ну, Дмитрий Гуля вспоминает и говорит, вы бы видели его глаза, которые ждали, когда вот премьера будет показана, и все. Вы бы видели его энтузиазм, вы бы видели его трудолюбие, его желание все это сделать. Участники передвижного театра, созданной Гулей, это Антон Шакая, Василий Ман, Дахир Хагба, Мушни Хашба, Терентий Ченгелия, Константин Шакрыл, Вера Алания, Валентина Ачба, которые давали все свои силы и знания, творчество и горение любимому делу искусства. Сегодня мы по праву можем гордиться делом, начатым Дмитрием Гулей. Сегодня наш театр развивается, один из самых значимых. Наш Абхазский драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба. Вот на его подмостках ставятся и классика зарубежная, и наша классика. Актеры нескольких поколений работали в этом театре.